Эту удивительную на самом деле книгу написал татарский филолог, ученый, писатель из Набережных Челнов Рафис Салимжанов. Каждая палка о двух концах. Каждая правда бывает правдой только на 55%. Сижу в бане и думаю. Представьте себе. На вытянутой руке ты держишь палку. Где-то в метр в длину. Вернее, ты ее держишь на указательном пальце, отмерив середину 50 сантиметров сюда, 50 сантиметров туда. Итак, ты держишь палку на пальце, как весы. Вся палка 100%. Ты держишь ее на том самом месте, где 50%. Палка стоит ровно, на балансе, так сказать. Но если ты переведешь палец чуть-чуть на 5%, то есть с одной стороны у тебя будет 55%, а с другой 45%, палка наклонится, и вряд ли ты ее удержишь. Вот так и с правдой. У всех народов своя правда. Спорить не будем. Если такого не было, не дрались бы народы, как бойцовские петухи. Итак, у каждого народа своя правда. У русского народа есть русская правда, у чеченского народа есть чеченская правда, у американского народа есть американская правда, у татарского народа есть татарская правда, у арабского народа есть арабская правда, у еврейского народа есть еврейская правда. Тут в скобках заметим в свете последних событий, что у иранского народа тоже есть своя правда, у турецкого народа есть турецкая правда, у китайского народа есть китайская правда, у таджикского народа есть таджикская правда, у польского народа есть польская правда, у финского народа есть финская правда и так далее. У каждой религии есть своя правда. Есть христианская правда, правда католиков, правда протестантов, за которую они, кстати, дрались сотни лет с католиками, правда атеистическая, исламская правда, буддийская, коммунистическая. Была, то есть, чуть-чуть и фашистская правда, когда до войны 1939 года Гитлер строил дороги, дома для рабочих и освободил немцев от несправедливого Версальского договора. А потом переборщил, в скобках заметим. Есть женская правда, есть мужская правда, есть правда подростков, есть правда девушек, есть правда молодой мамы. Но не надо каждую правду доводить на все 100%, до тошноты. Как это было сделано когда-то, например, фанатиками-крестоносцами, фанатиками-католиками, фанатиками-протестантами, фанатиками инквизиции, фанатиками-якобинцами, фанатиками-исламистами, фанатиками-националистами, монархистами, фашистами, коммунистами. Это мы уже проходили. Однако, как говорит великий народ Чукча, проходили, пожалуй, не до конца, потому что все время проходим мы этот урок. Проходим и проходим, проходим и проходим. Но, видимо, мы его проходим по замкнутому кругу, так как нет конца и края нашим этим занятиям. Короче, не ищите 100% правды в своих политических, религиозных, националистических, идеологических учениях и даже бытовых своих проблемах. Опрокините мир, как фашисты, коммунисты и якобинцы, и как все религиозные, национальные, идеологические и остальные фанатики этого старого мира. Ага. Вот они, ваши наши 100%, которые постоянно приводят мир в дисбаланс. Русь святая,
Ты никогда не нападала, а только защищалась. Франция святая, ты никогда не нападала, а только защищалась. Германия святая, ты никогда не нападала, а только защищалась. Украина святая, ты никогда не нападала, а только защищалась. Америка святая, ты никогда не нападала, а только защищалась. Турция святая, ты никогда не нападала, а только защищалась. Наш святой христианский народ никогда не нападал, а только защищался. Наш святой православный народ никогда не нападал, а только защищался. Наши братья-католики никогда не нападали, а только защищались. Мусульмане никогда не нападали, а только защищались. Мусульмане-сунниты никогда не нападали, а только защищались. Мусульмане-шииты никогда не нападали, а только защищались. Коммунисты никогда не нападали, а только защищались. Фашисты никогда не нападали, а только защищались. Великая американская демократия никогда не нападала, а только защищалась. Все это, разумеется, в кавычках. Хе-хе. А ведь палка всегда о двух концах. А ведь мы тут говорим только об одном конце палки, о своем конце, напрочь забывая о втором его конце, который, между прочим, тоже существует. И как еще существует? Чересчур до тошноты раздутое чувство патриотизма от какой-то самой святой в кавычках, религии, которая каким-то непонятным образом оказывается твоей религией, от какой-то святой в кавычках и великой в кавычках нации, которая, оказывается, и есть твоя нация, от какого-то, не в пример остальным, цивилизованного в кавычках и передового в кавычках народа, который и есть ты сам, от какой-то великой страны тысячелетнего рейха в кавычках. Это означает протягивать палец дьяволу, как об этом говорил лауреат Нобелевской премии Конрад Лоренс. Ему эту премию дали за работы по зоологии, о чем мы с вами тут и гутарим. Вот поэтому, когда говоришь о святости, в кавычках, надо всегда помнить и о другом конце палки, которая тоже свята, тоже в кавычках, и никак не меньше свята, чем первая сторона от тюркско-татарского «тра». Предлог «с» и получается «стра», «сторона», чем первая сторона палки. Поэтому любой человек в этом жестоком мире никогда не должен упускать из виду два конца одной и той же палки. И вот когда ты увидишь, пронзая ночи тень, Лермонтов, мысленным взором оба эти два конца, приходится говорить уже чуть-чуть по-другому, принимая во внимание не только свой, но еще и чужой, второй конец этой палки. Да, Германия свята, кто же спорит? Но мы не только защищалась, бывало. Ну какие же мы сволочи после этого, а? Сколько раз и нападали. Да, Русь свята, кто же спорит? Но мы не только защищались, бывало. Ну какие же мы сволочи после этого, а? Сколько раз и нападали. Да, Америка свята. Но мы не только защищались, бывало, ну и какие же мы сволочи после этого, сколько раз и нападали. Да, Турция свята, кто же спорит, но мы не только защищались, бывало, ну какие же мы сволочи после этого, сколько раз и нападали. Да, Украина свята, кто же спорит, но мы не только защищались, бывало, ну какие же мы сволочи после этого, сколько раз и нападали. Да, христианский народ, ладно, пускай будет для себя почти что святой, кто же спорит, но мы не только защищались, бывало, ну какие же мы сволочи после этого, сколько раз и нападали. Да, мусульмане, будем думать почти что святые для себя, кто же спорит, но мы не только защищались, бывало, ну какие же мы сволочи после этого, сколько раз и нападали. Да, шииты святые, кто же спорит, но мы не только защищались, бывало, ну какие же мы сволочи после этого, сколько раз и нападали. Да, сунниты святые, кто же спорит, но мы не только защищались, ну и так далее. Ха-ха. Как не нападали? Напомнить каждому, как это было. У всех народов насчет того, как другие нападали, просто поразительная память. А насчет того, как они сами нападали, просто девичья память. Все мы нападали,
Скажем, перефразируя Ильфа и Петрова, у всех народов руки по локоть в крови. Все мы, в принципе, мошенники и жулики со своими религиями, нациями, народами, странами и со своими утверждениями о том, что мы никогда не нападали имидж, а только защищались. Ага. Мы не боги, чтобы иметь все 100%. Мы лишь слабые люди. Мы можем иметь 100% только в виде мыслей. Но не надо подгонять мир в свои аквариумы. Не рвите у себя волосы, не лезьте на стены, не прыгайте на потолок, не взрывайте ни себя, ни других. Не убивайте ни себя, ни других, если кто-то не согласен с вашими глубокими заблуждениями, которые глубже всех пропасти мира вместе взятых. Что такое справедливость? Пожалуй, это баланс. Не лезьте со своей ненавистью везде и всюду, господа товарищи фанатики и бывалые всех стран и народов. Посмотрите на улицы городов. Сколько там людей? И все они родились от любви. От ненависти еще никто не родился. Так почему же вы всегда нажимаете на ненависть, как на педаль газа, желая добиться всего и всего на свете на все 100%? Когда эти 100% в чистом виде вообще не существует. Это против законов природы. Да, правда бывает максимально на 55%. И это очень много. Свыше 55% правды не бывает. Потом правда превращается в кривду, потому что палка, которую ты так осторожно держишь на вытянутом пальце, теряет баланс. Мир теряет баланс и падает. Почему исчез коммунистический режим? Потому что его хотели делать по всему миру на все 100%. Почему упали все сильные, вооруженные до зубов фашисты? Ах, как они шли, эти бедные, обманутые немецкие солдаты, и какие были у них веселые лица. Они хотели делать по всему миру фашизм на все 100%, как в песне «Убили себя, убили других». Чего добились? Таким образом не изменишь ничего. Господин товарищ, жизнь можно изменить только изменив себя. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Следите за нашими выпусками. Продолжение следует. Давай,